Выездная проверка школы номер 1. Инспектор Зингиев Роман Иванович. Россельхознадзор управления. Проверка школьной столовой у сотрудника Россельхознадзора начинается с учета посетителей. Затем, ознакомившись с представленной документацией, отправляется в сопровождении заместителя директора на кухню. Столовая, здесь у нас дети заходят, зал для приема пищи. По поручению президента страны была запущена программа обеспечения горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. Для реализации этой программы многие общеобразовательные учреждения нуждались в модернизации. Не было специальных помещений, оборудования. В таком же положении была и эта школа. Построили дополнительное здание рядом с социальным объектом. За соблюдением санитарных норм следит Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Традиционно 82,5%. Ага. А по срокам что у него? Срок годности по температуре 90 суток. Дата изготовления упаковки 90 суток. Есть место для хранения овощей, мяса и морепродуктов. Все чисто и ухожено. Особый интерес у проверяющего вызывает срок годности продуктов, хранение и условия приготовления пищи. Территория небольшая, осмотр не занял много времени. Нарушений пока нет. Шеф-повар уверена, что и не будет. Мы сами все время наблюдаем, проверяем. Если надо, сортируем. Картошка, морковка там и все. Проверив накладные, инспектор обратил внимание на отсутствие молочной продукции. Выяснилось, молоко есть, но оно хранится в соседнем здании, а это не соответствует ГОСТу. Первое нарушение выявлено. Вот как ответила шеф-повар на выявленное нарушение. Морозильник у нас есть, холодильник у нас есть. Вот пробуем холодильник поставить, у нас места нет. Помещение, потому что помещение у нас маленькое очень. Есть у нас продуктовый, овощной. На сегодняшний день в первой школе обучаются более 300 младшеклашек. Мест в столовой всего лишь 64, то есть меньше в 4 раза. Приходится делить всех на 6 групп, которые по очереди принимают пищу. Для того, чтобы накормить такое количество детей, в сутки необходим большой запас продуктов, с чем кухня не справляется. В связи с этой проблемой рядом строится склад. В дальнейшем он решит проблему с хранением. Будем составлять материал административных правонарушений. Наказание будет принимать решение, последнее носить, а наказание это уже штраф или предупреждение, это уже наше начальство будет решать. После выявления ряда нарушений руководство школы незамедлительно начали их устранять. Условия нарушены были в части хранения продуктов, потому что складское помещение было маленькое. Нарушение уже устранено. Это была плановая проверка по общеобразовательному учреждению. По словам инспектора, управление намерено организовать и спонтанные проверки, не уведомляя руководство школы заранее. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Хамзат Халухаев. Новости 24.